Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: о чем говорят о вас за вашей спиной. Видео актуально в любой момент, на момент просмотра видео, как для мужчин, так и для женщин. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Так выглядит данная колода. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Кто вы? Мужские энергии. Если пришла женщина, это вы. Мужчина в юбке. Здесь непокорная женщина, она слушать никого не будет, она идет вперед. Она вот знает свою правду, выставила какие-то перед собой цели, она не даст, чтобы кто-то ей мешал или зудил, стоял вот над душой. Это человек, который имеет право, вот я родилась на этот свет для того, чтобы жить так, как хочу я. Вот здесь определенно человек себя уважает, человек себя ценит, человек не даст кому-то собой манипулировать. Вас тяжело водить за нос, вами тяжело управлять, вами невозможно манипулировать. Вы человек такой вольнолюбивый. Вы не любите, когда вас держат, шантажируют. Я уйду от тебя, если ты, вот так будешь себя вести, там, например. Да вам плевать, ну и уходи. Уходи, другого найду. Вы не держитесь, вы не привязываетесь, у вас еще учиться. Вы такой еще человек, у которого все в жизни получается, потому что он никому не привязывается, не впадает в зависимость чью-то. Тут люди смотрят, которые сами себе руководители. Во сколько хочу, во столько встану. Определенно есть какое-то вот такое свобода действий. И даже вы будете в паре, или ты согласен быть со мной такой, или нет. Так до свидания, если не согласен. Вот как-то выставляете свои права. Вот так вот. Уметь быть такой. Настырной тоже. А если вот идете к цели, вы настырно опять-таки к этой цели идете. Очень много переживаете, даже бывает, что у меня слишком тяжелый характер, да мне никто не подойдет с таким характером, да нужно быть вот такой. То есть вы уже начинаете искусственно, например, себя переделывать ради кого-то, пытаясь, например, искать в себе какие-то тем самым минусы, да, может быть, даже сокращая свою волю, понимая, что так нельзя. А почему так нельзя? Да, вот тут может человек корить себя за что-то или же сдерживать своих коней. Но это может быть даже ради чего-то или кого-то, да. Просто вот поймите одну такую вещь, ваша будет с вами, да, все люди разные, есть импульсивные, есть спокойные, есть, да, оторвы. Вот. Оторва будет с оторвой, спокойный со спокойным. Но под кого-то меняться в любом случае со временем, да, это все всплывает. И потом людям становится неудобно, потому что два человека совершенно разных. А здесь вот за свои права вы сама можете быть, если вам кто-то будет перечить, ограничивать, вы или пошлете вот на 3 буквы, правда, или сама создадите такую ситуацию, чтобы делать все то же, что делают вам. Вот ты мне язык, я тебе язык покажу. Да, назло. Или же вы скорее, да, тут можете или так, или же вот просто куда подальше послать и идти дальше. Тут человек смотрит, который не боится идти сам по жизни. И, скорее всего, в жизни вы идете сама.
неважно, рядом муж с вами, кто-то, все равно вы идете, опираясь на свой опыт, на свое вот какое-то восприятие определенное. Вы не задаетесь вопросом, да, что буду я одна, и вам вообще совершенно важно, скорее, что я для себя значу, какая я вот есть на самом деле. Но вы вот как-то засматриваетесь и думаете, а может быть поэтому я одинока? Не, просто ваша, значит, не с вами еще. Да, или же, опять-таки, давайте возьмем так, я сижу дома, никуда не выхожу, но я хочу найти человека по себе. А я никуда не хожу, а я нигде не появляюсь, но я жду тоже. И опять-таки, ну, был там какой-то сосед, познакомились мы с ним, да, на лестничной площадке, ну, хотя бы куда-то я вышла, там, вниз, спустилась, ведро вынесла. И все, и стали мы жить, но поняли, что мы не пара. Но я продолжаю понимать, что со мной что-то не так. Слишком у меня упертый характер или еще какой-то. А выбор-то всего был один, этот сосед. А вот если бы я ходила с Наташей, Валей, Клавой и со всеми гулять туда-сюда, да, где-то тусить, в общем, где-то находиться в социуме, да, может быть, выбор был бы больше и притянулось бы мое. Этот человек из-за кого-то, да, может быть, кто-то навеял вам что-то, а вы в это верите, что я, да, такая сложная. Или у меня какая-то проблема, и я вот из-за этого не могу там или наладить свою жизнь, или с кем-то познакомиться. Да нет, нет. Для каждого человека, вот под вас есть же стул или кресло, а неудобное кресло или стул, вы же его что, будете держать у себя? Нет, вы выбросите, купите комфортное под вас, вы придете в салон, выберете кресло под себя, где вам комфортно сидеть, правильно? А не абы какое так, какое было первое попавшееся. Нет, вот так же вот тут именно. Себя здесь ругать не нужно. Вы такая, и вам нужно под вас. Вы можете об этом даже, да, думать. Вы знаете, человек здесь такой пунктуальный, в чем-то даже бываете мелочный, но здесь больше, я бы сказала, даже не мелочный человек, могут вас называть дотошной. Но вы не дотошная, вы скорее, вот есть разные опять люди, говорю, что вы такой деталист, до деталей разберете. Да, чтобы узнать, из чего состоит этот аппарат, вы разберете его по деталькам и будете уже потом, ага, понимать, из каких деталей он состоит. Вот так же и в ситуациях, и в жизнях, и в характерах, и во всем. Но люди, да, могут со стороны, например, думать, что вы очень такая придирчивая, именно негативные качества из этого какие-то сотворять. Но на самом деле оно не так и является, и смотрят на вас под другим углом. А тем более каждый видит один предмет или одного человека, или одну ситуацию по своим углом. Кто-то видит это негативным, кто-то смешным, а кто-то позитивным. Вы человек стремления. Куда-то вы стремитесь, стоите сейчас на распутье, может быть, или на выборе, обдумываете что-то. В то же время вы человек, который может резко, спонтанно принимать решения. Все, едем завтра. Хотя в этом году вроде как не собирались никуда, ни на море, никуда. А вот все, едем завтра, едем. Вот такое есть ваши характеристики. Спонтанность, неожиданности, непредвиденности. Даже люди могут удивляться. Да, вы можете рассказывать какие-то истории из... Что-то вот произошло, да, вот именно приключения могут быть в вашей жизни. Может, много что есть рассказать из приключений этих. А вот у меня сегодня пошла, я вроде как в магазин шла за колбасой, как говорится, а оказывается, выбежала собака, да давай на меня кричать. Ну, в общем, что-то у вас да произойдет за день. Какое-нибудь или приключение, или какая-то новинка, новость, или еще что-то. Как говорится, с пустыми руками вы домой не приходите. Человек, женщина здесь такая умная. Могут вас называть, что вы потребитель, на самом деле нет.
Видите, я говорю, что люди смотрят, каждый под своим углом. И каждый вас назовет как-то. Хорошая, добрая, злая, активная, медленная. Понимаете? Любите вы и повеселиться, пожить на широкую ногу. Любите вы и, в принципе, да, посиделки какие-то, ну, такие с приятными людьми, с приятными разговорами, теплыми, душевными, вот так вот. И с вами можно поговорить на разные темы, душевные темы. На сближение идут люди к вам. То есть есть определенно кто-то, кто вас любит. Вы можете себя недооценивать, что вас не любят, а вас очень любит кто-то. Причем это мужчина. С вами легко договариваться, но вас нельзя обманывать. Вот кто вас захочет обмануть, будет обманут сам. Знаете это. Вот так вот. Или достал нож, от него и погибнешь, или будешь обманут сам, если хотел меня обмануть. Знаете, вы можете замечать даже такие ситуации, чувствовать, что кто-то вас обманывает, и потом что-то происходит с этим человеком. Да, какие-то несчастные ситуации в его жизни. Да, шел, споткнулся, гипс. Очень вы общительная, любите вы ла-ла-ла, поболтать. Можете и часами зависать в болталках, в общении. Но опять-таки все зависит от того, кто с вами рядом. Если с вами приятное лицо, человек, от которого можно подчерпнуть знания, вы же женщина умная, вам все по делу, по факту, да по знаниям. Да? И если человек знает чего-то, вы можете часами болтать. Вам интересно. Здесь может быть женщина еще вот так назову, любопытная. Но любопытное познание. Вам интересно все. Зачем растет трава, почему светит солнце. Понимаете, многие не понимают, зачем вам это надо. Но вам это надо. Но вам это надо. Вы можете сидеть и ковыряться в чем-то таком, на самом деле, ну, чего, вы знаете, вот как вы можете понимать, другие не делают. Да, вот смотреть на жучка, который на подоконник сел, и разглядывать его. А куда это, а чего это у него там, а почему это так, а почему он умеет летать или еще чего-то, а как он сюда заполз. Да, многие могут думать, что вы странная. Вы, знаете, всегда интересовались, что вокруг вас. Вы живете в мире физическом. Вам интересен этот мир. Но странный для вас этот мир. Но интересный. Вы человек-фантазер, вы человек, который вдохновитель. Или у вас постоянно какие-то идеи. Иногда бывают идеи спонтанные, иногда бывают идеи даже вот такого характера, что вы выдумали велосипед. Велосипедов не существовало, а вы первое выдумали. Да, у вас вот могут быть идеи, что чего нету еще, а вы уже об этом, знаете, выдумали. Легка на подъем. Вот для большинства людей, да, вот вы легка на подъем. У вас такой характер, встала и побежала. И плевать, как оно будет. Да, но есть определенно какие-то цели у вас в жизни, есть, вы к ним идете. Но вот что касается каких-то вот таких мелких дел, вы вот какая-то не хочу, не буду делать. Вот знаете, как хочу, так и живу. Я никого не спрашивала. К вам не лезу, и вы ко мне не лезьте. Да, хочу на жучка смотрю целый час. Хочу в носу ковыряю. Ну вот как хочу, так и живу. Что вам до того? Вот тут есть такая еще, знаете, вот что-то есть из детства. Да, может быть, было давление, или постоянно одно и то же повторяли по 10 раз. Вытри пыль, помоги то, убери книжки и так далее. Вот нудил кто-то стоял. А у вас это вот как некий выплеск уже. Достали все, что хочу, то ворочу. Вот сейчас моя жизнь, я взрослый человек.
Что хочу, могу делать. Да, могу и в окно смотреть часами на людей, да, как они там ходят, в чем ходят, кто ходит, зачем ходит. Вот есть вот у вас такое. Но у таких людей, я скажу, очень широкое воображение. Соответственно, эти люди имеют определенно какие-то таланты, писательство, может быть, музыка, сочинение чего-то. Или даже вы можете, если это блогер смотрит, да, вы можете придумать новую какую-то спонтанную тему. Да, или если вы шьете одежду, например, какую-нибудь новую модель, понимаете? То есть у вас, я скажу, и мудрость, и интеллект, и талант именно что-то вот выдумывать новое, воспроизводить в жизни. И сразу говорю, за вами не угонишься. И за вами вас вот заранее не продумать, что вы там собрались делать. Не считать. Здесь есть какая-то у людей неопределенность даже, что с вами делать, или как с вами вести себя, или непонятки. Иногда тем самым, это, кстати, может быть и вашим оружием, потому что, или защитой, да, что к вам, вас не знают, в какое место попасть, где вам будет больно. Да, может быть, если вас морально обидеть, а вы можете это обернуть сарказмом, шуткой какой-нибудь, еще острый, да, вдобавок уколоть. Или же не знают, вот как, ваши какие-то слабые стороны не знают, или не знают ваши ходы наперед, или о чем вы там думаете, на что вы нацелены. Вы это даже, ну, может быть, и скрываете тщательно, бережете себя, а с другой стороны, это может быть автоматически, рефлексорно, именно защита такая ваша. Вы себя тем самым так защищаете, да, что ведете себя так, неопределенно не зная ваши будущие шаги, и человек не знает, где вам сделать вот препятствие, понимаете? Как шахматы. Или как на шахматной доске. Открытый вы этому миру. А человек, который вот создан, вот тут момент такой, любите вы природу, выезды на открытое пространство, море, вода, природа и так далее. То есть у вас, понимаете, широкое, как это сказать, мировоззрение, вот так скажем. Может быть, интересуетесь даже чужой культурой, другими языками, путешествиями. У вас определенно здесь есть и талант создавать на самом деле новое что-то, внести новое в этот мир и так далее. Шут еще и мир, да, у вас все двери открыты, показывают. Переживать не стоит. Вы за что-то можете держаться, но, знаете, думать, что вот на этом все, как говорится, поставлено все на кон, или вот моя зона комфорта, а за гранью этой зоны комфорта, наверное, небезопасно. Да нет, тут показывают, все есть в этом мире, все для вас. Да, бери и наслаждайся по миру, наслаждайся. Все двери открыты, шут, нулевое, мир. Вот понимаете, тут может быть у вас определенно какой-то, я бы сказала, круговорот событий именно сейчас в вашей жизни, который, кажется, уже вы можете думать, что может выхода нет, или так все и будет повторяться. Но здесь вот думаете, может быть, да, даже как что-то менять надо бы уже, поменять. Или уходить от чего-то старого, или оставлять что-то старое в прошлом. Вот здесь есть такие мысли, разные у вас мысли. Вот даже смотришь карты, да, здесь момент такого некого хаоса. Хаоса, я бы сказала, там что-то, там надо посылочку забрать, там нужно шторы поменять, к целям каким-то двигаться, проекты какие-то, может, создавать, по работе что-то сделать с детьми. Знаете, у вас очень, я бы сказала, много дел. Некоторые дела совершенно не являются важными, а только являются вот как мусором, понимаете, который
как сказать, мешает вам, да, расхламить этот надо мусор. Убрать все лишнее, но определенно важное оставить, и к этому может двигаться или на это сосредоточить свое внимание. Будет лучше. Это вот как за 10 дел берешься, ну ничего не получается, еще и спотыкаешься. И ломаешь себе руки, вывихиваешь ноги или руки и так далее, потому что торопишься. А когда определенно делаешь что-то одно, но до конца качественно, оно получается лучше. А потом, когда заканчиваешь одно, берешься за другое, вот и так далее. То есть и получается 2 качественных дела, нежели 10 некачественных. Вы это сами, кстати, понимаете. Вы это понимаете сами. Определенно кто-то сидит, да, я знаю. Да, я знаю. Но бывает, мы знаем, но этого не делаем. Так, давайте смотреть дальше. Если с вами проигрывает портрет, ваша характеристика, продолжаем смотреть. О чем говорят о вас за вашей спиной? Говорят ли вообще за вас, у вас? Что вы обидчива, что слово вам не скажи. Вы сразу, знаете, куда-то убегаете от... Вот вам зададут вопрос. Можете быть в какой-то степени скользкой, но тут вот момент какой-то. Тут определенно кто-то думает о вас, что вы обижаетесь, или когда не хотите отвечать на вопрос, вы уходите или отмазываетесь, типа, мне уже пора бежать, или тему переводите. Вот знаете, как-то ускользаете. Вот для кого-то вы реально непосредственно, вот, ну, не знаю, что вы сейчас натворите. Да, женщина, которая, во-первых, вот думает о вас, что вы не имеете каких-то границ, да, жестких, что сиди дома, не гуляй. Вот у вас есть какая-то свобода. Вы хотели, вот определенно здесь кто-то так и думает, что вы захотели, поехали, захотели, пошли, да, вас никто не ограничивает. То есть вы имеете полное руководство над собой, полную свободу своих действий. И кому-то это даже вот как-то, я бы сказала, даже вот вы вот являетесь, может быть, примером своей жизни для чьей-то жизни, для кого-то, что я бы тоже так хотела, иметь эту свободу или что хотеть, то делать. Что еще говорят? То, что вас не дождешься, кто-то вас ждет, но вас не дождешься. Вы куда-то в свои дела, в свою активность пошли, может быть, даже в свое развитие, или вот да, чем-то занимаетесь, а вот на этого человека у вас нету времени. А вам и не интересен этот человек, скорее всего, если у вас на него нету времени. Вы стремитесь за своими какими-то победами, достижениями. Вы человек, который не упустит шансов, вот так о вас думает. Она вот, знаете, такая вот считает, что вы такая хваткая. Не усидите на месте. Вы даже будете спать хотеть, но вы встанете и побежите ради своих каких-то побед. Или вот возможность, мне бы посидеть дома на булочках теплых, но нет, надо вставать, бежать, иначе больше такой возможности не будет, и вы хватаетесь. Вот вас считают, что вы человек, который не пропускает возможности, не упускает, вернее. Старайтесь, вот как возможность пришла, сразу за нее вот цепкими лапками, орлиными прям вот хвататься, да, и использовать для себя. То есть вы человек, который... Поэтому вы победитель, поэтому у вас получается. Так думают люди. Женщина, вы огонь. Вы даже момент страсти, момент есть такого, что вы очень такая страстная или горячая женщина. Вот у вас первая характеристика, когда вас увидят, внешне увидят, да, вот именно считают, что вы такая львица, тигрица, вот такая, понимаете.
Думают даже женщины, что вы очень горячая в постели, может быть, или в жизни такая разговорчивая, активная. Вот вы где появитесь, вы как зажигалочка, понимаете, всех зажигаете, праздник начинается, продолжаем наш банкет, да, вот такая вот. Сейчас поднимем тост. Вот момент такого мотивации жить хочется с вами. И при любых обстоятельствах. Причем даже вот у кого-то грусть, печаль, депрессия, козерожье, или как это, да, именно кто у нас к депрессиям более склонен из знака? Козерожки, они любят подепрессировать или повводить в такие... А именно, не есть плохо, да, каждый какой-то человек определенно. Но вот именно, а вы вот там вот, да, если придете к Козерогу, вы вот спасатель. Вы воодушевите, вдохновите. Человек начинает делать, у него получается. У него получается, жить хочется сразу после вас. Я бы сказала, даже вот, знаете, рады вам. Рады, что вы есть. И вы кому-то помогаете в жизни именно ощутить эту жизнь вот во всем ее смысле. Как будто живу в последний раз. А вот есть такой тоже момент, назовем это практикой. Вот представьте, что вы последний раз живете. Что вы будете? Да вы все будете хотеть делать. Вам жить захочется. Понимаете? Сразу куча дел переделается. И гардины поменяются. Ну, это я так образно говорю. Так, что говорят о вас за спиной? Молчание. Ну, переживает. Тут какой-то человек за вами переживает, он хочет к вам. Его к вам тянет. Тянет ваша какая-то вот эта страстная, горячая энергия. И импульсы вот эти вот бурные такие, продолжение этой жизни, продолжение банкета. Вот это вот чувство наполненности от вас человек, возможно, наполняется. Ему не хватает. У человека может даже в какой-то степени есть слезы, грусть, печаль. Человек чувствует себя без вас жертвой. У него что-то не получается без вас, как говорится. Без бензина машина не едет, а вы для него бензин, топливо. И вот, да, вы куда-то ушли. Все, вас нет в его окружении. Или вот, знаете, тут даже может быть не обязательно это любовная, но скорее любовная тема. Да, потому что указывает именно тройка мечей, и опять-таки из пространства идет информация, что это любовная тема. Но опять-таки, если это не любовная тема, здесь даже может вот быть... Пообщались вы с подругой, да, вроде как все хорошо, проходит какое-то время, долго не виделись, она скучает, чувствует опять состояние какой-то депрессии, что-то ее там давит, и вот ей вас не хватает, тоже может такое быть, да, вот вы даете какой-то заряд, а может быть вы далеко на расстоянии, что тяжело как-то связаться или приехать, или еще чего, но вот с вами именно... С такой женщиной, зажигалочкой зажигается все. Но я вам скажу, если вам стоит обидеться на кого-то, то все, это горят мосты, это горят башни, сыпятся башни, рушится все. И у всех, да, именно на кого вы обижены. Здесь вот женщина, она такая неподатливая, женщина, здесь не показывает женщину утонченная, такая... Лермонтовская. Нет, это женщина такая ударница. По барабанам постучать, Рамштайн послушать, Духас, да, или еще чего. Вот такая. Иногда любит такого жескача. Или если пошутить, то как-то вот иногда у вас бывают такие шутки, да, вот может с долей подкусить, да, вот, или подколоть, или вот черный юмор, может быть, для вас приветствуется, интересен он вам, или вы понимаете черный юмор. И, да, все гладко-гладко, но иногда хочется вот чего-то перчика острого, понимаете, добавить в эту жизнь для яркости. Не любите вы сидеть в скуке. И вот это люди прям видят, что вам хочется приключений, эмоций, движухи какой-то. Это не человек скукота и меланхолия, нет, это не вы. Вот
Даже если вы будете дома находиться, ну, в любом случае, хотя бы даже лежа на диване, вы что-то откроете и начнете просматривать, изучать, смотреть, да, вот как-то, и не просто так тяпая в этот экран пальчиком, а вот именно по делу. Может даже, да, заказать себе чего-нибудь с Озона или с Валдерис или еще с чего. Ну, вот чем-то вы постоянно заняты. Даже волосы распутать, будете лежа лежать, распутывать волосы. Ну, чем-то заниматься, понимаете? И даже лежа. Или, может быть, работая на диване. Может, у кого-то, как это, работа на расстоянии сегодня, онлайн, да? Вы человек возможностей. Вы, кстати, подарили кому-то надежду не просто жить, а еще и зарабатывать. У вас энергия очень сильная, денежная, я вам скажу. Вы человек возможностей, правда. И вы людям дарите вот эту денежную энергию. Вот вы придете в ресторан, а там пусто. И вот заметьте, за вами всегда соберется очередь. Это у вас денежная энергия. А чтобы эта денежная энергия шла к вам, вам нужно заниматься благодарственной деятельностью. То есть, например, оставлять сдачу, давать чаевые, помогать нуждающимся, кормить птичек, животных, да что угодно, да, именно что касается благодарности. Но именно не с целью выгоды, что сейчас я дам, а с процентами получу. Нет. Именно искренне от души, когда вы благодарите, помогаете даже бабушке перейти дорогу, например. Но тем самым у вас возвращается еще больше. У вас денежная энергия. Но возвращается у вас скорее в виде финансов или вот какой-то материальной помощи. Духовной тоже. Духовной тоже. Человек вы, вот люди, скорее даже замечали, что у вас это денежная энергия. И человек вы для людей всемогущий. Что вы не задумаете, вы исполните. Вы доведете до конца, да, или же исполните, просто сотворите это в жизнь. Хотя только вчера за столом на кухне придумывала что-то. А сейчас это, да, сотворила, превратила в жизнь. Вы умеете как обжигать, так и согревать. И говорю, вы человек, который сжигать может мосты, причем это уже конкретно, безвозвратно. Тут кто-то конкретно понимает о вас, что, во-первых, тут могут думать, что конкретно кто-то, что вы уже все, назад не вернетесь. Второе, здесь момент того, что вспоминают что-то между вами, пусть это дружеские или личные какие-то отношения, пара, мужчина, женщина, да, но вот вы являлись боссом, главным, манипулятором. Вот куда направится ваша шея, туда голова, и кто-то это понимает, что вот это работало так в наших отношениях. Или же подруга даже может думать, что вот вы хотите пойти туда, но вы так это все сделаете, что мы точно пойдем туда. Вы или заговорите человека, да, вот там сейчас распродажа, сейчас то-то-то, еще то-то-то, и вот подруга точно пойдет. Но человек понимает, что вы умеете очень хорошо, давайте это назовем слово, сманипулировать так, как удобно вам. А если это касается отношений, мужчина-женщина, да, скорее может здесь по отношениям быть, что кто-то считает, что вы были манипулятором, или вы главный манипулятор. Он считает, что у вас большой экипаж воздыхателей, которые вот за вашу какую-то страсть или вот этот пыл горячий, такой женский, да, от вас веет вот этой страстью. Вам дают какие-то подарки, вы получаете какие-то плюшки от этого мира, да, особенно от мира мужчин, что мужчины вам дарят подарки, что не вы делаете их сама себе, а мужчины дарят. Что вы вообще живете в шоколаде. Ну, кстати, о вас очень много и говорят. На работе говорят. Человек вы, опять говорю, что
Не упускайте возможность людям у вас поговорить, потрещайте языками, потому что вы имеете в себе что-то, именно такую энергетику. Скорее всего, вы сразу и везде, поэтому вы сразу и везде на самом деле на языках у людей или в голове у людей. Вы ярко запоминаетесь. Из толпы можете выделяться или из общества, да? Но с вами в конфликт лучше не вступать. Люди понимают, что это может обернуться чем-то для них не очень положительным. А так оно и есть. Вас нельзя ограничивать, вами нельзя манипулировать, вам нельзя даже желать зла. Потому что это может обернуться несчастьем, как они понимают, или горем каким-то. Может быть, кто-то это даже на себе ощутил, почему он так думает, но что может что-то случиться. И есть у вас такая энергия, не только денежная, скорее, да, а назовем ее бумеранговая, когда возвращается. Могут считать, что вы очень в семье, вы уютная, в семье вы мама, а при мужчине вы можете быть развратница, такая женщина, да. Где-то вы можете, вы меняете роль или, как считают люди, вы умеете, вы как хамелеон, подстроиться под ситуацию. Считают, что также у вас у самой очень много каких-то тайн. Вы такая можете быть и загадочная, и скрытная. И много каких-то ресурсов, связанных с мужчиной или с подарками от мужчин. Да, что вам деньги дают или блага какие-то дают за ваши красивые глазки, за вашу харизму, за ваше какое-то даже просто присутствие. Вы получаете что-то. Определенно здесь чем-то даже пахнет женским. То есть это может быть даже из коллектива женщины, ваши сотрудницы, а вы их сотрудница. Вы являетесь даже, вы знаете, как каким-то... Вы пришли как... Ну, что-то увидели люди, да? И сразу у них это в голове или на языке. Вот как показательное что-то. Ну, явно не... А может и пример из жизни, а может еще что-то. А может платьюшко на какой-то на вас. Или деталька, брошка, сумочка, что угодно. А может и что-то именно духовного плана. Являетесь примером. Вот посмотри, как она живет, или как у нее в отношениях, или как она себя ведет вот по отношению к людям или к мужчинам. Вот так нужно себя тоже вести. Вы себя, вот знаете, не ограничиваете ни в чем. Вы уже натерпелись каких-то границ, вы натерпелись даже, я бы сказала, может, давление, или вот как, когда стискивают, вот как в тиски, давят, все помаленечку, прокручивая вот эту вот, да, прокручивая вот эти стиски, чтобы они все больше и больше сжимались. То есть кто-то вас в чем-то ограничивал, что появилась вот такая аж все, отпустите меня, я лечу на свободу. Все, да, хватит. Вы человек гений, вы человек талант, и вы человек, который умеет, я бы сказала, ситуацию ставить таким образом, чтобы она играла для вас положительную роль, или же так ставить ситуацию, чтобы вы были довольны результатом. Ну, вы доводите до такого, я доведу до конца, чтобы я была довольна. Да в чем угодно даже. Можете кого-то в чем-то даже поправлять, вы мне сделали неровно, пожалуйста, здесь подправьте, а вот здесь тоже, а вот здесь чуть-чуть. Знаете, вот люди, я и говорю, вас могут считать дотошная, но на самом деле здесь речь не идет о дотошности, здесь речь идет о довести дело до конца.
и красиво. А тем более, знаете, вы еще такой человек, когда вы знаете, вот цену деньгам, вы знаете, как зарабатываются деньги, или, может быть, какие-то правила денег. И у вас определенно есть, я бы сказала, такая жилка, как распоряжаться или как зарабатывать деньги. Ну, вы цените деньги. И вот, знаете, вы просто так кому-то не даете. Может быть, кто-то бы хотел бы попросить у вас в долг, но человек понимает, что вы или откажете, или не дадите. Знаете, здесь могут в вас видеть ресурсы, думать, что у вас есть, а вы жадные, не даете. На самом деле вы просто, да, тоже думаете, так я работала, так и ты иди поработай. И тоже будет. Не потому что вы жадные, почему вы должны свой ресурс, свое заработанное или свой труд просто ходить налево-направо раздаривать, понимаете? А тот человек сидел, как говорится, как это, про стрекозу-то фильм был, мой мультик. Целое лето она пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Вот, да, а потом попрошайничать или просить «помоги, помоги». А по факту-то человек не стремился ни к чему, например, ничего не делал. А вы пахали, как ломаная лошадь, понимаете? А теперь сидите в мягком кресле, у вас все, как говорится, все запасы подготовлены, банки засолены, с соленьями, вернее, уже заготовлены, и все. Живете, наслаждаясь. А тут смотрят на вас, вот вы палец в рот не клади. Это женщина такая, которая не даст себя в обиду. Да, в вас видят женщины мужские энергии. Но вот страсть, она как-то сглаживает ситуацию по женщине, да, что эта женщина умеет тоже пользоваться чувствами, наслаждаться чувствами и так далее. Умеет быть горячей, умеет быть кошкой, тигрицей, вот такое. С вами не соскучишься, но с вами и не расслабишься. Вы спуска не даете. Вы не даете, вы не любите ленивых людей. Вы не любите пассивных людей, депрессивных людей. Вы знаете, вы от таких людей воздерживаетесь, потому что вы понимаете, что эти люди как будто бы портят вашу жизнь своим нытьем о своей какой-то неудачной жизни. Да? И вы думаете, что так могут думать, что я ее не буду тревожить, потому что зачем ей мои проблемы? Она же меня пошлет или у виска покрутит. Понимаете? Хотят, да, здесь кто-то хочет вам, может рассказать о чем-то, но он уже подумает, стоит ли. Человек видит, что вы не хотите негатив. А может, так и есть на самом деле, да? Вы просто не подпускаете людей, которые негативят. Чей-то плач тоже есть момент негатива. И это не есть момент плохо, да, это момент того, что каждый должен уметь работать над собой. А у вас, вы себя из чего-то вытащили, вот, знаете, может быть, вы для кого-то пример. Вот видите, я это себя вытащила, теперь и вы попробуйте. У вас же тоже вот то, с чего, как говорится, я начинала или в чем я болталась. А вы тоже попробуйте. Но это стоило труда, это стоило ваших сил и нервов. Будь то работа или будь то отношения. Деньги, например, тоже. Вы не любите глупых людей, вы даже обижаетесь, отворачиваетесь, уходите или просто уходите. Вас видят ум, вас видят интеллект, и в вас видят независимость. Вас не ограничишь, вас не поставишь в какую-то неловкую ситуацию. Вы всегда выйдете сухой из воды, выкрутитесь как-то. Вы еще женщина, которая никогда не будет попрошайничать. И показывают здесь ситуацию, что кто-то о вас я бы сказала, жалуется. Что вы
такая-сякая, кого-то оставили в какой-то худшей ситуации жизни. А сами пошли себе веселиться и радоваться. Хотя здесь показывает ситуацию, вы оставили человека, который не приносил пользы никакой. Да, только, возможно, что-то стягивал, забирал, крал или пользовался чем-то вашим. Может даже, да, это быть элементарно ваш личный ресурс. Ну, говорят, здесь, кстати, положительные эмоции. Ну, в принципе, я вам скажу, в целом вас уважают. Вас боятся, уважают, кто-то рискует даже с вами пообщаться. Что-то у вас такое есть остренькое, как перчик, понимаете? И здесь людей это и триггерит. Тут, знаете, у вас такая любовь в жизни может быть «хочу и ненавижу». Или же, да, здесь может быть так, что мужчина по вам психует, где вы там, аж умеете вы достать вот то самое нутро. Да, когда именно на это дозволено, и это нужно делать так. И вот вы тогда достанете полностью нутро. Особенно, что касается людей, которые вас обижают, вы не то что нутро достанете, вы всю правду матку. Умеете вытаскивать скелетиков из шкафчиков, да, это может быть касаться знакомых, подруг, мужчин даже, да, вот что касается любви, отношений и так далее. Умеете вы достать скелеты из шкафа, всю грязь какую-то. Человек сам может в чем-то даже признаться, что да, у него в жизни это было так и сяк и накосяк. Вам бы агентом. На самом деле, человек еще в детали, все очень хорошо. Детектив вот такой может быть, разбираться. Вы женщина, вот, считают, ведьма. Когда еще выходила карта маг, что первое пришло, не только вы вдохновитель, не только вы креатор, создатель, а вы гений, да, и в то же время вы можете заниматься какими-то практиками. И здесь показывает точно, да, для кого-то вы ведьма, колдунья, или же ведущая женщина, которая разбирается в чем-то таком невидимом. Может быть, даже яснослышание быть, ясновидение, да что угодно. Или кому-то вы говорили о каких-то снах, и это сбылось, или вот, да, что-то происходит, а так это же говорили вы, да, вот кто-то говорит, сидит о вас, о ваших каких-то знаниях тайных. У вас очень хорошо работает интуиция, кто-то считает, и благодаря ней вы добьетесь всего желаемого, или уже добились, или на чьих-то глазах благодаря своей интуиции вытягивали тот самый лотерейный билет, или тот самый удобный билет на экзаменах. Да, везло вам, фартило. Здесь роль даже не только интуиции, но еще и вашего ума, интеллекта в целом. О чем еще говорят о вас? Что вы очень приятная женщина. Здесь большой процент даже очень хорошо и тепло к вам относится. Именно с пониманием вас. Если вы бежите куда-то, это по срочному делу. Она просто так не побежит. Да, если вы торопитесь, здесь вот показывают, кто-то видит в вас стабильность, или вы все разложите по полочкам. Или же вы все спланируете, можно расслабить булки, а она все спланирует. А я просто еду рядышком тут на отдых с ней, да, но она все спланирует. И круг с собой взять, и постелить, да, на чем сидеть, например, одеялко расстелят или чего. Да, вот вы обо всем позаботитесь. И о шашлыках, и о мариновании этих шашлыков. С вами удобно.
Тут кто-то вот именно, может это и семьи тоже быть люди, что на вас можно понадеяться, вы все с собой возьмете, и вилочки, и ножички, и даже рюмасики, большие и маленькие. Знаете, именно кто-то на вас имеет еще и надежды. Но в целом, я вам скажу, хорошо думают о вас. Ничего тут плохого нет. Но если и думают, что вы жадная, никому ничего так бесплатно не дадите, но есть вроде бы как, опять-таки, да, это не ваша проблема, что вы такая плохая, жадная. Вы же работали, чтобы получить что-то, правильно? А человек сидит вот, ах, вы такая сякая. Да так иди работай, и тоже будет. А в чем здесь зло? Но здесь есть, может быть, глупость даже. Вот эта человеческая глупость, ну, которая вам не нравится. Вы не любите глупости такие. Или таких глупых людей. На дух не выносите. Вот пусть будет тут что угодно, но не глупость. Это самое страшное, что может быть для вас. Глупая подруга, глупый мужчина, да, глупые люди. Люди-инвалиды, вот так это назовем, глупые люди. Тоскует, кто-то переживает. Это семейные, это бывшие отношения. Здесь хреново, здесь больно, здесь не хочется ничего делать, просто какая-то тоска, какие-то кандалы у человека. Может, да, вот человек реально не может действовать без вас. Вы для него допинг, вы для него что-то такое, что дает энергию, силу жить, двигаться, дышать. У человека может быть частично еще, знаете, провалы какие-то в памяти. Или человек может моргать глазами, или же очень часто хмурить вот лоб, брови, вот эту зону. Такой вот, как бы я, вот знаете, как это объяснить? Про того человека объясняю, да, вот что я сосредотачиваюсь, думаю, пытаюсь себя на чем-то вот вывести на какую-то середину и идти к цели. Но меня вот раздирает на части, я думаю обо всем и сразу. Вот тоже, да, есть такое у человека, то есть тяжело без вас. А вы не хотите, вы ни в какую, вы не поддаетесь, вы не играете в чью-то игру. И это заметно ярко. Вы показываете всем видом, что в твои игры я не играю. Здесь момент обсуждения постоянный. Уже сейчас кто-то вас обсуждает. Прямо сейчас. Даете вы кому-то покоя или выйти из головы данного человека. Ну, говорю, человек из прошлого. Вот кто вас переживает и скучает. Деньги хочет, богатство хочет. Знаете, человек грезит быть вот каким-то Илоном Маском, Павлом Дуровым, не знаю еще кем. Ну, просто вот у человека есть такое, если бы я имел миллиарды, или если бы я имел магазин, чтобы я бы там продавал, если бы я имел целый дом, кому бы я это все сдавал. Знаете, вот какие-то денежные, жадные мысли. Вот человек хочет не что-то маленькое или начать с чего-то маленького, или да, определенно какую-то сумму. Человек хочет весь мир, весь свет, да, вот какие-то наполеоновские такие планы у человека, и поэтому ничего не получается. Да, если бы он умел находить именно радость в мелочах, такой человек, это, кстати, и вот послушайте, если бы человек умел бы находить радость в мелочах, то человек прожил бы эту жизнь наиболее счастливее. Ой, новая сумочка, ой, какой платочек, ой, какой мишка красивая, мягкая игрушка, ой, ой, ой. Да, вот именно момент таких мелочей эмоций подразумевает в накопительной системе именно момент счастья, в моменте здесь и сейчас. Вы для кого-то вот как, вот говорят, да, я же не банковская купюра, не могу всем нравиться. Но я вам скажу, вы всем нравитесь, женщинам, вы всем нравитесь. Не нужно себя, не нужно прибедняться. Вот так я скажу. Вы нравитесь всем.
Вы достойная партия для мужчин, вы очень хорошая подруга, очень хорошая советчица, очень хороший деловой партнер здесь может быть. С вами даже вот хоть вы и женщина, мужики заключать договора. Понимаете? На серьезном уровне. Несмотря вам, как говорится, в декольте. И даже если открытый декольте, вы знаете, вот по делу, по факту, а потом трали-вали. Вас воспринимают серьезно. Ну, я говорю, вы для кого-то прям страсть, вожделение. Да, я хочу такую же. Кто-то вас так физически хочет сильно. Причем есть такое рвение, знаете, вот схватить вас. Вот какое-то такое желание. Вы такая страстная. У вас вот прям как написано на лбу. Да, есть с вас эта энергия, что вот кажется, даже, может, определенные мужчины притягиваются, такие вот, с таким позывами схватить вот так вот, знаете, обнять резко, вот и сильно, вот хочется вас аж пожамкать, понимаете? Вот такая вы, вкусная для мужчин. Здесь смотрят на вас, что вы женщина, энергия, вы даете силу, опять говорю, жить, дышать. С вами всегда можно найти что-то, компромисс, например, что-то общее, что-то слепить к тому же. Слушайте, здесь кто-то через вас получал деньги или пользовался вашим ресурсом, или вы приносили кому-то какие-то деньги. Не то, чтобы приходила там, кошелек открывала и приносила. Именно вы были для кого-то вот какой-то талисман. А у вас нет и денег нет. Да? Вас нету и денег нету. А теперь хочется эту ситуацию выкрутить хитро, чтобы вы опять появились. А оно не получается. Человек за это переживает. Переживает за свои какие-то финансы. Ну и в том числе, что вас нет рядом. Страх мучает, что останется в бедности. И человек мучается страданиями о том, что он станет бедный. Это вы виноваты, вы колдунья, он говорит. Вы наколдовали так. Потому что человек почувствовал, когда вы ушли, что-то, да, может быть, ломалась техника, выгнали с работы. Определенно здесь какая-то цепочка пошла после вас. И в этом виноват, он говорит, вы. Это из-за вас все, он говорит. Человек ждет прихода каких-то финансов, финансового роста, или все наладится. Но, как говорится, ни хрена, ничего не налаживается. Все стоит на месте. У этого человека, кстати, пустой карман. И будет пустой карман. Вот помните, запомните, помяните мои слова, увидите. У этого человека до конца жизни пустой карман. Вас жизнь с этим человеком уже развела. Но вы о нем и не думаете. А если думаете, вы понимаете, что это проигрышный вариант. Вы это сами понимаете. Здесь женщина не глупая, она, знаете, денежная энергия, еще говорила сегодня, она видит и знает, где безопасность, или где ее любят, где ее искренне ждут, а не приходи тортом накормим вчерашним, понимаете? Тут на вас видят, я говорю, такую женщину, которая терпеть не будет, которая не будет ждать, которая имеет мужские энергии, что-то у вас есть, может, стиль поведения или стиль в одежде, что вы такая мужская. В целом, да, здесь обижаются какие-то слабые мужчины или вот недоросли. Да, вот как водоросли, вот это вот болтыхание в каком-то болоте в одном и том же. Вот такие вот. А вот что касается коллектив, там женщины, определенно здесь вы являетесь пример, да, вы являетесь, ваша жизнь интересна. Может, вы постоянно делитесь какими-то приключениями, потому что показывает момент приключений в вашей жизни. Вы делитесь приключениями, и вот кто-то смотрит на вас и вот думает, что в вашей жизни всегда есть какие-то вот интересные моменты, а у меня все по одному и тому же накатанному кругу ходит. Ничего не меняется. И здесь вот кто-то именно, знаете, хочет такую жизнь, как у вас.
люди к вам тянутся. Не вы к ним, а люди к вам. Даже вы можете не любить знакомиться, а с вами, наверное, больше знакомятся, общаются. Подруги, друзья, коллектив и так далее. Вы больше такой, наверное, человек, который... Да, вы социальный человек, но вот лезть к кому-то знакомиться вы не будете. Не будете. Но вы людей очень сильно притягиваете. Как мужчин, так и женщин, по дьяволу. В принципе, в целом, я не скажу, что вас как-то плохо думают или что-то вертят за вашей спиной, магичат и так далее. Здесь, в принципе, могут наоборот тут думать как раз-таки, что, особенно это отношение касается, что вы можете магичить, вы ведьма, да, и то это определенно один человек. Так, в целом, теплые отношения. Есть какие-то недолюди, да, но вам они как-то по боку, вы не обращайте на них внимания. В целом... Тут чисто. Женщина-движ, женщина-движение. Вы даже готовы, кто-то видит вас, что вот даже в неизведанное пойдете, и там вы построите, понимаете? И там вы построите. Одна не останетесь, например, или ждать, не будете чьей-то помощи, вы будете полагаться на себя, на свои ресурсы. Да. Активистка вы. Человек... Может, даже вот вас кто-то может называть, что вы революционерша или что-то новое вносите в это общество. Но на месте вы точно здесь не сидите, не ждете, когда вам кто-то протянет что-то, поможет. Не надейтесь ни на кого. И даже на своих родственников и близких. Человек-трансформатор, меняйте жизнь других людей. Вот кто-то это конкретно понимает, уже не раз говорю, что вы чью-то поменяли жизнь. Вы перевернули на 180 градусов чью-то жизнь. Да, человек для себя уяснил пару правил от вас и начал действовать. И это получилось, это сработало. И причем да, не один человек. Здесь вот показывает, что вы трансформатор других жизней. Но в том числе и своей тоже. Меняли свою жизнь постоянно, меняли себя, меняли свои отношения к окружающим, в целом, к людям, к отношениям. Да, что-то здесь поменялось. И каждый раз у вас постоянно какие-то изменения. И показывают именно рост, вы растете. Растете и учите. В душе девочка, в душе ребенок. Да, люблю себя побаловать какими-то мелочами. Почему нет? Безделушками, мягкими игрушками. Да хоть не 50, да, люблю вот побаловать себя мягкими игрушками. Они ведь такие милые. Человек, который не боится острой боли. Вы скорее больше испугаетесь чего-то маленького. Как комар вас укусит, нежели как да, дверь холодильника ударит по руке. Вот больнее будет, как комар укусит. Понимаете, это сильный человек. Это сильные люди. Хотя, да, вроде как слышится это наоборот, но это сильные люди именно. Они больше боятся мелкого чего-то, пакости, нежели большой. Защитная реакция. Говорят, что вами очень сложно управлять. И кто-то говорит, что у вас сложный характер. Но нет, здесь просто вами сложно манипулировать. Вам нужно помогать. С вами нужно быть за добро. За, как это говорят, с вами нужно быть или на одной волне, или вот давайте расходимся. Вот кто-то это четко понимает. Вы для кого-то это уже просто границу начертили, показали, указали пальцем, где его место. Вот так вот. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.